Доброе, бодрое утро, дорогие телезрители! В эфире главного национального канала передача «Новый день». И я с вами Максим Гоголев. Сегодня 5 августа, среда, середина недели. Сегодня также ожидается очень много интересных гостей. Мы сегодня поговорим о Международном дне светофора с сотрудниками ГИБДД. Также немного поговорим о моде и трендах Инстаграма. И уже, в принципе, ставшим традиционным наша рубрика «Наши за границей». Что ж, не переключайтесь. Хотели бы напомнить, что в прямом эфире работает номер WhatsApp 8 914 279 22 62. Отправляйте свои поздравления, мы обязательно их зачитаем. Далее расскажем, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центральные Улусы в 6 часов утра плюс 19, плюс 18, днем плюс 27, плюс 26. Заречье плюс 19, плюс 15, днем плюс 27, плюс 25. Южные Улусы плюс 17, плюс 11, днем плюс 24, плюс 23. Вилюйские Улусы плюс 17, плюс 13, днем плюс 28, плюс 26 градусов. Нижнеленские Улусы плюс 18, плюс 17, днем плюс 27, плюс 25. Западные Улусы плюс 16, плюс 14, днем плюс 28, плюс 26. Колымо-Индигирские Улусы плюс 15, плюс 5, днем плюс 21, плюс 6. Янские Улусы плюс 14, плюс 11, днем плюс 23, плюс 18. Северо-западные плюс 19, плюс 11, днем плюс 26, плюс 17 градусов. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха 10 градусов, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер восточный 3,8 метров в секунду, днем ожидается плюс 26, плюс 25 градусов. Как я уже сказал, сегодня отмечается Всемирный день светофора, и мы связались сегодня с временно исполняющим обязанности заместителя начальника ОГИБДД МОМВД России, якутского капитана полиции Тимура Нурлановича Глешбаева. Доброе утро. Доброе утро, Максим. Доброе утро. Ну что ж, тема разговора у нас светофоры. Расскажите, сколько светофоров должны заменить в этом году? Так, работа по светофорным объектам изменения у нас произошла по 3 местам. То есть это Федора Попова, улица Федора Попова, Богдана Чижика, Кальвица Дзержинского и Дзержинского строителей. Там у нас добавлены дополнительные секции, получается, светофорных объектов для разделения потоков. Также у нас, согласно предоставленной информации коммунальных служб, будет заменены 5 светофорных объектов, то есть на устаревшие светофорные объекты заменят на более новые, на LED-основе. Данные светофорные объекты у нас будут заменены по улице Лермонтова, по проспекту Ленина, по Петровского. А в чем отличие вот этих таких вот новых светофоров? Принципиально. Отличие новых светофоров, которые на LED-основе, у них они более, получается, современные и более видимые, то есть водители транспортных средств, получается, более внимания на них будет лучше обращено, чем на старые. В прошлом году 2 светофорных объекта такие были установлены по Петровского-Лермонтова, по Аюнского-Петровского, в качестве эксперимента, то есть смогут ли они в наших зимних условиях проявить себя. Но они справились на отлично, можно сказать. Ну, получается, в будущем наш город будет уже освещен именно вот такими вот новыми светофорами везде. Да, в будущем работа ведется, получается, с каждым годом у нас модернизация вот этих светофорных объектов производится, и, естественно, город Якутск не отстает от этого, и, естественно, у нас тоже будут вноситься свои изменения. При замене светофора меняется ли режим его работы? Расскажите, бывает такое, что у некоторых перекрестков когда-то появляется поворот налево, допустим, да, отдельный поворот получается, а в каких-то случаях его не бывает. С чем связано? Ну и направо. По каждому, получается, перекрестку у нас проводится, можно сказать, за год у нас проводится анализ дорожно-транспортных происшествий, или какие-то заявления поступают, или где-то на каких-то светофорных объектах у нас, в перекрестках бывает заторовые ситуации. Каждый, получается, перекресток у нас рассматривается на межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения с представителями структурных подразделений окружной администрации. И по некоторым перекресткам мы, соответственно, принимаем решение. Если исходить перекресток Дзержинского Кальвица, то на данном перекрестке
в 2019 году у нас зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, да, и 4 ДТП это у нас столкновения. Мгм. То есть получается при повороте налево. Это если двигаться по улице Дзержинского со стороны строителей и Мгм. с поворотом на улице Кальвица, да, в сторону Угрумова. Вот 4 ДТП у нас произошло, где М, пострадали люди. Поэтому было принято решение, да, разделить, поставить соответствующие стрелки. Вот, и ввиду тогда у нас как бы не будет дорожно-транспортных происшествий, связанных именно с столкновением с левым поворотом. Ну, естественно, вот эти изменения, они всегда у нас аккумулируются, смотрят, да, то есть пропускную способность. И когда-то, ну, как бы, если бывает, естественно, заторовая ситуация, то вводятся соответствующие коррективы, да, вот мгм. подрядными организациями. Можно сказать, мы вот на прошлой неделе выезжали и как раз смотрели вместе с представителями окружной администрации. А в течение Ну дня и, меняется соответственно, ли режим работы, допустим, в утреннее и в вечернее ну, в время в течение дня частых... какие-то в утреннее и вечернее время пока, конечно, естественно, еще не меняется, но в 2024 году у нас должны ввести автоматизированную систему управления дорожным движением, в рамках которой на светофорных объектах, да, вот у нас будут соответствующие GSM-модули, и в будущем, то есть, возможно, что будет даже управлять оператор, то есть давать где-то зеленый коридор, где-то еще какие-то направления, то есть разгружать, соответственно, перекрестки. А в данное время у нас таких моментов пока нет. Мгм. Вот у меня вот личный опыт, допустим, показывает, что иногда в какое-то время, скорее всего, это утром, когда машин мало, бывает такое, что, например, если я еду по улице Лермонтова, еду, допустим, скажем так, со стороны Петровского до Дзержинского, да, скажем, бывает, что я еду иногда без остановок. Везде светит зеленый свет, а на обратном пути уже останавливаюсь почти на каждом перекрестке. С чем это связано бывает? Но это связано с работой светофорных объектов, то есть Мгм. каждый светофорный объект у нас работает по своему режиму, и, естественно, он подстраивается так, чтобы светофоры, ну, как бы движение было направлено в прямом направлении. Если уж попали под такой момент, когда уже красный светофор, то в будущем возможно встретиться, ну, на следующем перекрестке. Также хотелось бы отдельно сказать то, что у нас вот ремонтные объекты ведутся, то есть по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и в рамках которой по улице Лермонтова тоже скорректировка светофорных объектов была для разгрузки транспортных средств. Если ранее вы замечали, как только закрыли улицу Свердлова и улицу Курашова, то у Мгм. нас были заторовые ситуации в направлении крестьянского рынка со стороны улицы Дзержинского, то сейчас в это время, если проехать утром, то у нас таких больших скоплений транспортных средств по этой улице не наблюдается. Мгм. А бывает такое, что вы прислушиваетесь именно к какому-то мнению водителей, например, которые вот каждый день ездят по какой-то своей дороге, да, условно скажем, и видят, что какой-то режим им был бы удобнее. Ну, вот эти моменты все рассматриваются, естественно. Потом на комиссии мы рассматриваем моменты, потом проводятся соответствующие расчеты. И если, конечно же, водители где-то что-то подсказали или как бы поступило обращение и это улучшит, то, естественно, вот такие моменты принимаются. Ну, то есть, в принципе, граждане могут рассчитывать Да, на разговор с вами, да? да, граждане могут рассчитывать, но если, конечно, да, на разговор, конечно, мы работаем со всеми гражданами, и, естественно, это все рассматривается, просчитывается. Конечно, поступает нам огромное количество обращений, но мы стараемся каждому по своей мере, как бы сказать, помочь решить какую-либо проблему, да, можно Мгм. сказать. Ну, город также уже вовсю оснащается камерами, да, уже от камер нигде не скрыться, скажем так. А какие в основном бывают правонарушения у граждан, у водителей? Но если исходить, да, по камерам, то основные правонарушения это связано с превышением скоростного режима у нас, проезд за стоп-линию, то есть на перекрестках. Вот. Ну, иногда бывает проезд под запрещающий сигнал светофора, а также проезд под действие знака. То есть, если он должен повернуть налево, то он проезжает прямым направлением. Конечно, М. это все фиксируется у нас. Естественно, конечно, приходит уже гражданам соответствующий штраф. Тимур, расскажите, вы в курсе ли, когда уже закончатся ремонтные работы в городе Якутске? Да, ну, в городе Ну, в Якутске у этот нас, сезон, скажем согласно так. национального проекта безопасной и качественной мобильной дороги, срок установлен до 31 октября, да, согласно распоряжению окружной администрации. То есть на всех этих объектах ограничения у нас действуют по 31 октября, и, естественно, к этому времени на каждом объекте должны уже заканчиваться работы, да, по
по всем объектам. Мгм. Ну что ж, спасибо, Тимур Нурланович. Еще раз поздравляю с этой сегодняшним праздником вас. Хорошего, продуктивного дня вам. Что ж, далее Вам мы хотели спасибо бы вам большое. показать видео, которое стало очень резонансным в Инстаграме, да, наша якутская проходка, ответ корейскому флешмобу. Jumping on my dick, I know she like it 'cause you Ice on my neck, that's incoming. I'm a pretty boy, I'm stunning. Super speed Sonic, I'm running. Super speed Sonic, I'm running. Call me Big Papa, I'm Sonic. I spot the dick when she want it. I'm a bad boy, make loving. I'm a bad boy, make loving. Call me Big Papa, I'm Sonic. I spot the dick when she want it. I'm a bad boy, make loving. I'm a bad boy, make loving. How you like that? You gon' like that? Da-da-da-da-da-da-da. How you like that? How you like that? Da-da-da-da-da-da-da. Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Телгебер, гараж, банник туттар бар. Кантан карчы болобун. Алмаз кредит сервис. Үп карчы боп рохугар. Сөптө коруй. 5 миллионга тие потребительскай соемнар. Түрген табыгастак Алмаз кредит сервистен. Бага саналаргытын олокко киллерин. Ну что ж, мы посмотрели очень вдохновляющее видео, да, на самом деле пробирает гордость за наших жителей города Якутска. Конечно же, это видео является постановочным, но сделано так, что и я сам лично рассматриваю многих людей, которые идут по городу Якутску, и они действительно так же и одеваются. И у нас в гостях второй гость является вдохновитель, организатор этого флешмоба Андрей Ларин. Доброе утро, Андрей. Доброе утро, Макс. Мгм. Расскажи о себе немного. Кто ты есть? Как к тебе пришла такая замечательная идея повторить вот корейский флешмоб? Меня зовут Андрей, и я обычный человек, скорее всего, из Твиттера, можно так сказать. А идея пришла как? Ну, все, наверное, уже видели, смотрели давно уже в ТикТоке эти видосы. Мгм. Так, ну, эти видосы, по идее, стали популярными сначала в китайском ТикТоке, и потом его перезалили в корейский, не в корейский, а всемирный ТикТок имеется в виду, что мы сейчас да. смотрим. Вот, и из этого, скорее всего, вдохновился, и что там было? Первый пробный якутский ТикТок, не ТикТок, а такой видос, ролик я увидел у себя в Твиттере на ленте, получается, и пришлось его залить к себе и написал просто, почему бы и нет, да, я хочу сняться в таком видео. И вот, скорее всего, оттуда все поехало. Мгм. А расскажи немного об основной идее этого видео. В чем фишка, изюминка? Ну, изюминка в чем и фишка? Мне кажется, показать имеется в виду стиль, моду, модерн, получается. То, что имеется в виду в Якутске, либо вообще имеется? Ну, вообще, ну, скажем так, давай рассмотрим именно якутский вот этот флешмоб, который вы сделали. Ну вот, Смысл... насколько я знаю, что делается вот визуальное удлинение ног, по-моему, да?
Ну, в этом и есть погрешность, получается, и Ага. самих китайцев, самих корейцев, потому что Мгм. как бы мы азиаты маленького роста, и чтобы казаться выше, визуально удлиняет многие конечности, Ага. может быть. Да, В этом и состоит фишка этого видео. да. И расскажи, вот, например, как получилось снять именно видео это такое? Вот, что нужно для этого, не считая операторов, допустим? Что еще нужно вот для организации всего? Ну, творческие люди, именно нужна своя хоть маленькая команда, чтобы был такой сильный тандем. И вот тогда, мне кажется, у человека, у кого угодно, может получиться все, что угодно. Мгм. Вот для нашей команды потребовалось... У нас есть своя маленькая команда, где Мгм. есть Сахая Гоголева, которая известна как «Песня кита». Вот. И мой двоюродный брат со своей женой, Айсен и Айта Васильева. Нас вот 4 получается. И ну вот, как видите, сам результат. Мгм. А как отбирали модели? Модели мы не отбирали, просто я в Твиттере сделал твит, то, что хочу снять. Мгм. Вот такой видеоролик получается. И из-за этого все пошло-поехало, начали лайкать, начали постить, Мгм. начали отмечать всех красивых, стильных, модных людей. Вот оттуда их, скорее всего, отбирали. Мгм. Ну, скажем так, это получается по заявке из Твиттера люди подошли сниматься, да, на видео. А была Да, ли идея снимать просто прохожих? Ну, в дальнейшем, скорее всего, может быть, мы будем снимать более такой развернутый вариант, получается, обычных прохожих. А для первого раза, для пробного раза, получается, у нас получилось вот так. Что даже очень даже хорошо, мне кажется. Мгм. Есть такое понятие, как ожидание реальность, да? Чего ты ожидал и что ты получил? Лично я сам совершенно ничего не ожидал, скорее всего. Ну, вы, наверное, помните, был первый видос якутский, да? Мы думали, что вот так выйдет. И конечный результат работы нашей команды такое ожидание прям. Мгм. Хоть и постановочное получается, но Ну. всем очень понравилось. Зашло. Да, кстати, о мнении других людей, что, ну, скорее всего, и в Твиттере, да, уже горячо все это обсуждается. Что в основном говорят люди об этом видео? Ну, на Земле 7 миллиардов человек, у 7 миллиардов человек есть свое мнение, получается. Да. Вот, в Твиттере все очень хорошо восприняли этот факт, Мгм. имеется в виду результат, имеется в виду. Да. Ну, диванные крики, токсики везде бывают, да, и Ну, в это основном, конечно. такие комменты были именно в Инстаграме, скорее всего. Мгм. Мы не читаем такие комменты. Ну да. Комментарии читать это себе дороже получается. Да, разумеется. Мгм. Какие у тебя планы, Андрей, на будущее? На ближайшее и, Ну, может быть, на чуть подальше? Планов, по идее, очень много. Идеи льются рекой. Мгм. Как говорится, времени нет, все работают, у всех свои дела, дети. Плюс у нас еще и лето заканчивается. Мгм. Ну, попытаемся за август, за сентябрь отснять несколько очень крутых проектов. У нас есть огромные планы с Отлично. очень известными людьми. Вот. Отсылочка немного. Вот. Надеюсь, всем вам понравится. Мгм. Ну что ж, Андрей, большое спасибо тебе за то, что ты подключился, за это замечательное видео, о котором, ну, благодаря которой, наверное, весь мир уже немного знает Якутию и то, что она модная. Андрей, спасибо. Спасибо большое. Доброе утро. Что ж, далее мы бы хотели поговорить о делах культурных. Художественный музей приглашает вас окунуться в загадочный мир Азии, где приплелись множество видов искусств. Прикоснуться к прекрасному вы можете уже сегодня. Япония и Бурятия, Китай и Якутия, Монголия и Чукотка. В одном пространстве в одно время воедино собрались все уголки огромного азиатского континента. Мифологические существа, религиозные предметы, животные восточного гороскопа, литературные герои, фольклорные мотивы. Я бы назвала эту выставку не просто на перекрестке континента, но и на перекрестке эпох, потому что здесь мы смешиваем и времена. Буквально между экспонатами, можно сказать, столетия. Можно, например, привести косторезное искусство Якутии. Многие косторезы, например, Федор Марков в своем творчестве используют находки композиционные японской нецки. Символичность миросозерцания – основа традиционной эстетики искусства Азии. Но особое место здесь занимает Якутия.
Почти в каждой витрине отражаются творения якутских мастеров, которые при этом не теряют своей самобытности и уникальности. Здесь мы видим произведения Лены Гоголевой, известного театрального якутского художника, а также произведения современного китайского художника, который работает в традиции жанра пейзажа, горы и воды. Тут же зрителя встречает традиционные, великолепные в своем исполнении украшения бурятских ювелиров. Очень глубокий, интересный синтез культур. И мы понимаем, что мы живем на одной территории – Азия. При этом каждая культура, она имеет свое понимание красоты, свое понимание эстетики. У нас с вами, дорогие телезрители, есть прекрасная возможность немного отвлечься от ежедневной суеты и окунуться в неторопливый, загадочный и очень интересный мир Азии на перекрестке континентов. Ну что ж, и у нас есть одно поздравление. Дорогого друга Сон Степана поздравляем с днем рождения. Желаем здоровья, счастья, успехов в работе, твои друзья Алас. Что ж, поздравляем тебя, Степан, с днем рождения, с этой датой знаменательной для тебя и для твоих близких, получается. Что ж, и далее у нас есть подключение последнее с нашей последней гостьей Варварой Гавриловной Б., преподавателем в балетной школе, которая проживает в Сеуле, в Корее. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Как у вас настроение? Хорошо, пасмурно сегодня. Расскажите, сколько времени в Сеуле сейчас? Время сейчас так же, как в Якутске, 7:30 примерно. Ну все, здорово. Что ж, Варвара, расскажите, как вы поехали в Корею, с чего все начиналось? Все началось примерно 5 лет назад. Мы жили в Китае очень долгое время с мужем и решили, что нужно уже заводить полноценную семью. И поэтому вопрос стал переезда в Россию или в Корею. Муж меня любит Россию, поэтому он хотел переехать в Россию, а я хотела переехать в Корею. Но, как очевидно, вы как бы, да, переспорили. Ну вот, да, переспорили. Ага. Ну, вы уже, получается, проживаете там, работаете. Расскажите, кем вы работаете? Я работаю преподавателем в балетной школе. По первой специальности я закончила хореографическое училище в Якутске имени Аксиньи Васильевны Васильевны. И благодаря этому я сейчас работаю в балетной студии. Как готовлю здорово. детей к поступлению в ВУЗ. У них тут немножко другая система обучения, не как у нас. Вот. Так я работаю. И какой же у них уровень балетного образования по сравнению с нашим? Ну, по сравнению с нашим, он намного ниже, как бы получается, и дольше путь, что ли, да. Потому что они сначала в школе ходят обязательно в студию, потом поступают в школу искусств, заканчивают старшие классы школы искусств, потом поступают еще в ВУЗ на то же отделение, а после ВУЗа тут у них карьера, ну, такая шаткая, валкая, поэтому выживают сильнейшие. И да, так. Возвращаясь немного назад, расскажите, как вот именно вы переезжали, какие документы были нужны для переезда? В официальном вы браке, получается, да? Помогло ли вам в это, в трудоустройстве, например? Так, документы... Ну, так как вы гражданка Российской Федерации, допустим, какие-то проблемы были в этом случае? Но проблемы были в том плане, что тогда только начался безвизовый режим. Я могла находиться в Корее только 2 месяца. Потом мне нужно было бы выезжать. Ну, вот и вся эта вот езда туда-сюда. И в итоге после заключения брака оформляется виза жены, и уже можно туда-сюда не ездить. Да, а с появлением ребенка уже можно подавать на вид на жительство и на второе гражданство. Я пока не тороплюсь.
Ну, то есть, получается, в принципе, не так сложно, на самом деле, если иметь желание попасть в Корею, то, в принципе, это возможно. Ну, попасть в Корею, да, можно, но нужно знать язык, потому что Корея, хоть она и такая современная страна, но общая масса не говорит на английском, допустим. Вот так. Расскажите, знаете ли вы о расценке недвижимости в Сеуле, допустим? Как это по сравнению с ценами города Якутска? Сильно разнятся или нет? Очень сильно, очень сильно. Я первое время, когда мы сюда переехали, я думала, что в договоре поставили лишний нолик, очень долго переспрашивала, переводила в валютах, все в разных валютах переводила, и разнятся очень сильно. Мы тогда, когда приехали, мы сначала 2 года арендовали жилье, и получается ежемесячная оплата была примерно $900. 900 И долларов. плюс еще залог. Да, залог оставить, нужно оставлять еще очень большой, примерно как за год проживания. И здесь аренда именно по 2 года. По окончанию этого срока мы решили, что нужно приобретать свое жилье, иначе туго. И получилось после 2 лет уже приобрели жилье. И тоже сейчас вот ипотека, все дела. Но здесь цены очень высокие, но процентные ставки в банках довольно-таки низкие. Вот. А средняя стоимость, допустим, квартиры в Сеуле, примерно, начиная от $500 тысяч. 500 тысяч долларов. Ну что ж, в принципе, несложно будет умножить это на 70 рублей, и уже можно понять, сколько стоит. Да, хорошо. Ну что ж, Варвара, большое спасибо вам за то, что вы подключились. Поздравляю вас с приобретением жилья, на самом деле это очень важно, что вы трудоустроены, и продолжайте радовать нас, жителей республики. Спасибо. Ну что ж, времени осталось совсем немного. Я вам желаю сегодня взбодриться, хорошего рабочего дня. Всего доброго.